the back end. Таджикистан официально отдал китайцам на разработку 2 золотоносных рудника. Общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров. Доказанные запасы золота – 51,7 тонн. А подлежащие исследованию запасы – 117,16 тонн. Нижняя палата парламента Таджикистана 28 ноября ратифицировала подписанное еще в августе 2012 года соглашение между Министерством промышленности Таджикистана, ОАО «ТВИА» Китая и ООО «ТВИА Душанбе горная промышленность» о реализации проекта строительства теплоэлектроцентрали ресурсным методом. Как отметил на заседании первый заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Бахтиёр Шарифи, китайская компания уже приступила к добыче золота на месторождении Верхний Кумар и Дуоба на территории Айнинского района Сагдийской области. Прибыль от золотодобычи уйдет на возмещение средств, потраченных компанией на строительство теплоэлектроцентрали в Душанбе. Общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров. Доказанные запасы золота – 51,7 тонн. А подлежащие исследованию запасы – 117,16 тонн. Китайская компания в соответствии с достигнутыми с таджикским правительством договоренностями, будет пользоваться запасами этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ Душанбе-2 средства. По словам Шарифи, все добытое китайской компанией золото будет реализовано только Минфину Таджикистана. Кроме того, на этих рудниках из порядка 700 рабочих свыше 80% составят граждане Таджикистана, подчеркнул Шарифи. Общая стоимость построенной компанией ТВИА в Душанбе 2 ТЭЦ составила $349 миллионов, из которых $17,4 миллиона – вклад таджикского правительства. Руководство компании ТВИА в прошлом году сообщило китайским СМИ, что если запасов 2 золотоносных рудников не хватит на покрытие расходов компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения.